В эфире субботний выпуск новостей Сапшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске образованная и перспективная молодежь Абхазии. Какая она? История Илоны Картози, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и многое другое. Согласно ведомственной целевой программе по развитию сельского хозяйства республики, в Абхазию из Татарстана завезен крупный рогатый скот. Животные отданы в безвозмездное пользование 17 фермерам-соискателям, участвовавшим в проекте. На месте побывал президент Абхазии Аслан Бжани и первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джиопо. В планах завести еще более 10 голов скота. В течение 2 дней мы занимаемся тем, что принимаем поголовье крупнорогатого скота. Это именно прибывает из набережных Челнов, из Татарстана. Они прибывают по заказу, по нашему заказу, по контракту для участников нашей целевой программы из этих 100 миллионов 2021 года. Эти проекты были отобраны членами комиссии, изучив всю ситуацию тех, кто принимает участие, для того, чтобы помочь тем фермерам, семьям, хозяйствам, которые уже занимаются животноводством. Вот первая партия сегодня прибыла, 82 головы крупноразличных породы. Это наши приемлемые породы, шведские, краснопестрые, мширские. То есть это те породы, которые у нас уже и знаем, что они реанированы, имеют больше схожие и приемлемые для наших условий. Ну, конечно, при транспортировке более 4 суток они много уставшие, потрепанные. И та информация, которая появляется, якобы заболевшие привезли, это абсолютно недействительно, потому как 2 месяца скот стоял на карантине, там на месте площадки, откуда отгружали. Мы прослеживали в онлайн-режиме все, что нужно, необходимо было. Они привиты, то есть готовы для того, чтобы потом уже реализовать. Те люди, которые разбираются в животноводстве, они знают, что это хороший товар, и поэтому они хотят его забрать. Мы, наверное, сейчас пересмотрим, отдадим тем, кто желает по проекту через решение комиссии. Молодежь – это опора и будущее страны. Все чаще наша молодежь достигает больших высот. Один из представителей образованного и перспективного поколения – Астамур Сангулия. Он учится в престижном университете в Швейцарии. О том, как звучат абхазские песни на фоне швейцарских Альп, расскажет Сария Кварацхелия. Астамур Сангулия – студент престижной швейцарской бизнес-школы гостеприимства Глион, который входит в топ-3 мира гостиничного бизнеса. Глион Institute of Higher Education предоставляет персонализированное образование, сочетающее практические навыки с академической строгостью. У меня была мечта преобразовать наше абхазское гостеприимство в какой-то профессиональный навык и посмотреть, что из этого будет. Нас учат hospitality, исключительно hospitality. То есть на самом деле де-факто упор делается на рестораны и отели, но на самом деле университет старается покрыть все сферы гостеприимства. Это от туризма до супермаркета, можно так сказать. То есть hospitality – это не только отели и рестораны, это все, что связано с предоставлением досугу клиенту. Как говорит Астамур, студенты университета приобретают уникальный опыт общения в интернациональном коллективе, возможность обучения у профессионалов, а также прохождение стажировок по всему миру. Обучение в университете проходит на 2 языках. Один из них английский обязательный, а второй студенты выбирают по собственному желанию. Это может быть французский, испанский, либо немецкий. Астамур выбрал французский. Он в совершенстве владеет английским языком и уже успел поработать официантом, швейцаром и не только. У нас первый семестр заключался исключительно в практике. То есть мы работали и официантами, мы работали и поварами. Я и работал швейцаром, то есть двери открывал в мантии, как будто из какого-то голливудского фильма, с фуражкой. Работали даже горничными, то есть с розовыми мальчиками ходили и убирались в номерах. То есть, а на самом деле задача первого семестра, я понял, это, во-первых, конечно же, предоставление вот этого опыта, который на самом деле бесценный, по сути, когда над тобой стоят профессионалы, и работа официантом становится неким искусством, ты как артист.
Но также мне кажется, что их задача была это наши комплексы, которые есть. Они не только, знаете, у абхазцев или у кавказцев работать официально. Нет, они есть у всей молодежи, как прислуживать другим гостям. И вот задача первого семестра была как раз-таки эти комплексы как-то свести на нет. На кампусе проживают студенты более 100 национальностей. У каждого из них своя история, традиции и обычаи. Астамур гордо рассказывает об Абхазии, о гостеприимстве страны души. Частенько, сидя у подножия швейцарских Альп, Астамур любит слушать абхазские песни в кругу близких друзей. Я думаю, я им чуть даже надоел, рассказывая про Абхазию. Конечно, мне хочется выставить Абхазию в самом лучшем свете, тем более учитывая текущее положение дел Абхазии на международной арене и как история чаще всего перевирается. Но это тема другой, наверное, передачи. Мне хочется на фоне этого, наоборот, всем рассказать, что Абхазия место совсем другое, что у нас была, оказывается, такая великая и с одной стороны, и с другой стороны трагичная история, и что на самом деле это прекрасное место, которое должно быть, грубо говоря, тоже глобализовано, как и другие. Так что я стараюсь особенно близким друзьям донести, рассказать. И им, на самом деле, очень интересно слушать про уникальные наши традиции. Я, например, очень люблю, как затравочка, рассказывать, как у нас невест воруют. Это же для них все интересно. Ну, точнее, воровали. Сейчас у нас тоже такое есть иногда, да. Ну, мне вот это интересно им рассказывать, да, и им интересно слушать, потому что это, правда, уникальные какие-то вещи, которые не везде есть. Главный кампус Глиона располагается в живописном городке Монтрео в 25 минутах езды от Лозанны и в часе езды от Женевы. У института есть дополнительные кампусы в Бюле и Лондоне. На территории кампуса есть студенческие резиденции, спортивные залы, рестораны и терраса с видом на горы и озеро. Наши окна нашего общежития, допустим, давайте углубимся в конкретику, они, например, смотрят на Францию, на французские Альпы. И это уникальное, правда, место, что вот мы на самом деле находимся в Швейцарии, а работаем в ресторане, живем и смотрим на Францию. Астамур говорит, что легко адаптировался за 2 года в Швейцарии, но все равно скучает по родным и дому. А Абхазия занимает особое место в его жизни. В планах у молодого человека выучиться и вернуться домой. Не стоит забывать, что мы уезжаем набраться навыков, ценных знаний и встать на ноги, если можно использовать такой жаргон. То есть заработать себе капитал и заработать себе имя, и уже потом приехать. К сожалению, в Абхазии пока трудно с этим. Иметь стабильный источник заработка. И стоит помнить, да, что наша цель обязательно вернуться сюда, ведь это земля, где жили наши предки, и в наших силах наша задача, наш священный долг сделать все, чтобы жили наши потомки. Астамура назвали в честь дяди, героя Абхазии Астамура Сангулия. Он был одним из бойцов Афона Ишерского батальона и, не дожив до своего 25-летия, погиб во время боев на горе Ахбюк. Прям чудом каким-то родились в один день. Я родился в его день рождения. Моя бабушка часто о нем рассказывала, какой он был компанейский человек. Мне очень так немного грустно и, с одной стороны, гордо слышать от нее такие слова, как же его не хватает, как Стюху не хватает. И каждый раз вот мне очень приятно слышать про него истории и тем более носить его имя. Наш герой сегодня дома в Сухуми. Совсем скоро он вновь поедет на учебу. Пусть все получится у этого молодого и перспективного представителя Абхазии. А мы желаем ему успехов и ждем его возвращения на родину. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. С 21 февраля все столичные школы и детские сады возобновляют свою работу, кроме средней школы номер 2. Тем временем в Гагарском районе карантин продлен до 28 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации района Юрий Хагуш. Тем временем культурная жизнь Абхазии набирает обороты. Абхазский государственный театр драмы анонсировал премьеру спектакля «Сария». Постановка посвящена супруге Нестора Лакоба, ставшей жертвой сталинских репрессий. Еще одна премьера, но уже в Русдраме. Спектакль «Не обо мне». В нем сыграет приглашенная звезда, заслуженная артистка Российской Федерации Вера Бабичева.
Как известно, жизнь непредсказуема, и никто, к сожалению, не застрахован от горя, бед и болезней. Иногда человек может самостоятельно преодолеть их, но бывает и так, что без помощи других не обойтись. Молодая девушка Илона Картозия оказалась в трудной жизненной ситуации, без семьи, жилья, с серьезными проблемами здоровья. С героиней нашего сегодняшнего репортажа пообщалась Гугуца Вардания. Говорят, что нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе. Бродить часами одной по городу среди людей, коротать время в парках, искать, где согреться холодной зимой, экономить на еду оставшиеся небольшие денежные сбережения и принимать помощь прохожих. Для Илоны Картозии теперь привычное дело. Вот уже несколько месяцев 33-летней Илоне негде жить. По ее словам, родственников и друзей у нее нет. Ситуация осложняется и тем, что женщине поставили страшный диагноз – рак. Как у тебя день начинается сейчас? День Как ты у живешь? меня начинается, я не знаю, утром вот выхожу вот к 8 часам, зайду в магазин, и что-то себе куплю, вот чай, вот попью. Ну, потом в обеденный перерыв иду в столовую, там обедаю. И вот так вот тяну до 2 часов. Потом после 2 я уже могу заходить там, где я остаюсь. Вот. Ну вот иногда сюда прихожу, чтобы пригреться. Со слов Илоны, с самого детства ей пришлось несладко. Она и ее родные, мама, папа, 2 брата и сестра жили в городе Ткварчал по улице Обжуйской. Отец работал шахтером, мать тоже не сидела без дела. Но жизнь дружной многодетной семьи, в которой было 4 маленьких детей, разрушилась в один миг. В тот день, когда отец Илоны погиб во время аварии в шахте. Илона вспоминает, что после смерти отца матери было очень тяжело. Однажды она вошла в дом с женщиной в черном, которая забрала ее братьев и сестру и распределила в разные семьи. А она осталась, не захотела идти. Осталась с родной мамой и до сих пор об этом жалеет. Я думаю, если я бы пошла бы, что вот в таком положении, я сейчас бы вот не была бы. Вот. Потом моя мама меня бросила у цыганов. Она уехала на псов работать, а меня бросила у цыганов. Я там жила, они издевались надо мной. Ну, так вот издевались в том плане, что, допустим, сейчас любой ребенок подойдет, мне по голове стукнет. Потом они меня взяли, на лысо постригли. Илона прожила в цыганской семье полгода, до тех пор, пока отношение к девочке не заметила одна из соседок. Она в итоге и отдала ее женщине, у которой не было детей. Но, по словам Илоны, любви от нового опекуна она тоже не почувствовала, потому что в основном ее воспитывали родители приемной матери. Меня воспитывали ее родители. В школу отправила, закончила 9 классов. Потом после этого в какой-то колледж поступила в новый район, не доходя где вот эти киоски, там я училась, на кулинарной. Я всегда шла на посуду или на горничной. Илона работала и училась в кулинарном техникуме, но ее жизнь изменилась вновь. Не стало бабушки и дедушки. По словам Илоны, они ее очень любили, а отношения с другими членами семьи у нее были сложными. Именно по этой причине в 2010 году она по собственному желанию ушла из дома и начала самостоятельную жизнь. Работала в разных местах – в кафе, в ресторанах, в парикмахерской, бралась за любое дело. Снимала квартиру, в общем, жила обычной жизнью. До тех пор, пока не прозвучал страшный диагноз. 2 года назад у нее обнаружили рак груди. Илона прошла небольшое лечение в Сухумском онкологическом центре, но операцию не сделала. Они также операцию тоже предлагали, но я просто боюсь, что я одна и поддержки нету. Потом кто меня будет смотреть? Из-за этого я отказалась. Только поэтому ты отказалась? Да, я отказалась. Вдруг еще хуже станет, вдруг я ходить не буду. И это кто меня за мной будет ухаживать. За это я отказалась от операции. Вот. То, что я сделала химию, к хорошему не привело. У меня спина начала болеть, согнулась нога, болит. Поэтому я с палкой хожу. Илона работала до последнего, пока состояние ее здоровья резко не ухудшилось. Сейчас она живет на оставшиеся сбережения и благодаря помощи добрых людей. В 4 я иду в больницу, я вот здесь. Я там остаюсь ночью, потому что так как я работать не могу, снимать тоже не могу комнату, но без денег кто тебя примет. Естественно, я к ним обратилась, у них остаюсь. Пока не знаю сколько.
Вот так вот. Разрешают там тебе? Ну да. Ночует Илона в одном из отделений второй городской больницы. Чтобы никому не мешать днем, уходит в 8 утра и до вечера бродит по городу. А когда мерзнет, идет греться в одно из столичных кафе. Самое большое желание Илоны – быть здоровой и хоть на время вернуться к прежней жизни. Мне хотелось бы, чтобы в первую очередь, чтобы я была здоровая, чтобы я снимала себе комнату и работала как раньше. Вот это мне бы хотелось бы. Пусть у меня хоть 5 минут остается умереть, но чтобы я эти 5 минут увидела то счастье, которое у меня было все эти годы, 11 лет, сколько я снимаю и живу. Что касается лечения, Илона говорит, что у нее почти 4-я степень рака. Операцию делать поздно. В данный момент больной девушке негде жить, а скитаться целый день по городу в ее состоянии очень сложно. Уже ничего не получится. Уже 3-й диагноз, когда когда сама согласилась добровольно, они там анализ взяли, и они увидели, что уже поздно, что уже метастазы пошли. Там уже ничего поделать невозможно. За помощью мы обратились в благотворительную организацию «Киарас». Сейчас они ищут пути выхода из сложившейся ситуации, однако и их возможности не безграничны. Все очень сложно. У нее 4-я стадия, уже она не операбельна. И поэтому единственное, что мы можем, это помочь с жильем, найти ей крышу над головой, ей нужна забота, внимание. Мы готовы встать рядом и помочь этой девушке. Все, что сейчас нужно Илоне Картозии, это крыша над головой. Если у кого-то есть возможность помочь Илоне Картозии, обращайтесь в благотворительную организацию «Киарас» по номеру +7 940 962 90 09 или отправляйте СМС со словом «Семья» на номер 9009. Другие способы помощи сейчас на ваших экранах. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. После программы «Сапшила» смотрите расширенный репортаж. Совещание президента Абхазии Аслана Бжани с членами правительства и главами районных администраций. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.